В прошлом видео я рассказывала о финской системе образования. Конечно, можно рассказывать очень долго и много, это очень много интересного, но сегодня я хочу рассказать о 7 принципах обучения. Первое– это равенство школ. В Финляндии, в Хельсинки, в частности, в столице, есть только одна частная школа, остальные все школы бесплатные. И субсидируются они одинаково, то есть у всех одинаковый уровень. Равенство всех предметов, нет каких-то углубленных отдельных предметов, равенство родителей, нет анкет, личных дел, никто не может посмотреть, где работают родители. Равенство учеников, они не делятся по способностям. Если есть какие-то дети, которые очень хорошо знают предметы, то их не выделяют. Если в классе больше 25% учеников иммигранты, то школа получает дополнительное субсидирование. И туда направляют, кроме учителя и ассистента, еще одного преподавателя, чтобы помогли этим детям. Равенство учителей. Все они важны, независимо от предметов, либо это физкультура, либо это математика. Равенство учителей, родителей и ученика. Везде есть уважительное отношение. Дети знают свои права уже с 1 класса. И контракт с учителем, кстати, заключает только на 1 год, а затем он либо прерывается, либо продлевается. Бесплатность, второй принцип. Это когда школьные принадлежности, компьютер, обед, транспорт, все бесплатное. И всякие сборы от родителей запрещены. Третье, индивидуальность. В этом, наверное, тоже заключается какая-то важность вот системы в том, что для каждого ребенка составляется отдельная программа обучения. Четвертое, практичность. Детей готовят к жизни, к самостоятельности. Поэтому в школах преподают только то, что им пригодится в жизни. Пятое, доверие. Не проверяют ни школу, ни учителей, ни детей. Добровольность, шестой принцип. Вот мне здесь понравилось. Учится тот, кто хочет учиться. И седьмое, самостоятельность. Финская система должна научить ребенка быть самостоятельным. И еще, они вот пишут, я хочу зачитать, каждый специалист на своем месте. Учебники должен писать тот, кто должен и умеет писать, а преподает тот, кто умеет преподавать. Это совершенно правильно. Они, конечно, достигают такого уровня благодаря качественному уровню учителей, профессионализму. В детские сады берут учителей со степенью бакалавра, а в начальных классах и далее обязательно он должен иметь степень магистра. Из 2500 абитуриентов в университеты набирают всего 120 человек. То есть отбор очень большой. И профессия учителя престижная в Финляндии. Наверное, поэтому они являются проводниками, и самое лучшее считается финское образование.